Останется в Кыргызстане американская база или все же иностранные военные покинут страну? Бишкек под мощным прессингом западных стран и их союзников. Письмо от президента США Барака Обамы с благодарностью за поддержку антитеррористической операции, просьба главы Афганистана Хамида Карзая приостановить вывод военного объекта. Теперь в Бишкек прибыл специальный представитель президента Франции по Афганистану и Пакистану. Кыргызстан с первых дней оказывает всяческую поддержку и коалиционным силам по восстановлению порядка в Афганистане. В 2001 году, я тогда работал премьер-министром, было принято решение о размещении коалиционных сил. Гость из Франции приехал в Кыргызстан с конкретными предложениями по восстановлению экономики Афганистана. Пьер Лелуш отметил, что республика вполне может участвовать в реализации крупных проектов и стабилизации ситуации в регионе. Обсуждался ли на переговорах вопрос о выводе базы США, официальные источники умалчивают. Эксперты уверены, что эту тему не могли обойти стороной. Были обсуждены вопросы совместных усилий по улучшению управления в Афганистане. И, в-третьих, были обсуждены вопросы экономического восстановления Афганистана. У нас есть совместные проекты с Францией, есть хорошие наработки, и в ближайшее время мы будем приступать к реализации этих наработок. Есть мнение, что Кыргызстан будет допущен к участию в реализации крупных экономических проектов в том случае, если сохранит военную базу США. Если объект Пентагона все-таки не будет закрыт, республика может получить крупные контракты, считают политологи. Кроме того, очень многое зависит от предстоящей встречи президентов США и России. Позиция Москвы, как стратегического партнера Бишкека, в этой ситуации может иметь решающее значение. Сейчас идет торг. Этот торг идет не просто между Киргизией и Соединенными Штатами. Визит президента Турции, встреча с представителем президента Франции, письмо Хамида Карзая, послание Барака Обамы, что-то еще мы, наверное, не знаем. Я думаю, что все это разные каналы давления на руководство Киргизии с тем, чтобы заставить его пересмотреть решение, ну, либо принять новое решение, которое оставило бы базу де-факто по существу, придав, может быть, ей другую юридическую форму. Юридически американские военные должны покинуть территорию Кыргызстана до 18 августа. Ситуация запутанная, и времени для политического маневра остается все меньше. По мнению политологов, будущее базы прояснится после переговоров президентов США и России.